Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто слезы по вам льет, у кого сердце разбито из-за вас, кому вы тут разбили сердечко, давайте посмотрим. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все увидит и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. И пятерка вышла, конечно, пятерка. Так, какой-то женатый мужчина по вам слезы льет, себя клеймит, говорит дурак, трус, лопух, осел, козел. Ну вот смотрите, у вас то ли роман был с женатым мужчиной, то ли мужчина не на той девушке женился. Вот как-то так мне идет еще. Может быть, вы не знали, что он женат, да? А потом все выяснилось, и вы его послали. Мужчина, который... Я не могу сказать, что он плохой, но я могу сказать, что у него явно какая-то заторможенная реакция. И мужчина, который, скажем так, не то чтобы трус, но он приверженец стабильности. То есть у него какая-то вот сформировалась стабильная жизнь, и он такой, ну, типа, пусть и не идеально, но хоть как-то, да. Мужчина, который только лишь сейчас вот до конца прочувствовал, что он потерял, кого он потерял, вас он потерял, да. И ему так от этого больно, так от этого горько, что вот хоть на стенку лезь. И вот хотите верьте, хотите нет, я скажу так, пьет и плачет. Вот как сильно напьется, вот прям плакать начинает. Плакать о том, что вот вы не с ним, вы не его, что он не смог вас удержать, что он ничего вам не предложил, что он не ту женщину выбрал, да, у кого-то вот и такое отыграется. Плачет от того, что вроде как в жизни все есть, а по факту ничего и нету, да, а любви-то нет. А без любви, даже при больших там деньгах, возможностях, да, человек, ну, не чувствует себя счастливым. Понимаете, внешне он такой шик, блеск, красота и кажется таким успешным, довольным жизнью, а по факту холодное одиночество, которое вот прям до костей пробирает. И вот видно еще и возраст, да, может, у него этот, как называется, про средний возраст, кризис среднего возраста вот начался. И он такой, блин, а что у меня есть? А у меня ведь ничего нет. А я никому не нужен, а меня не любят. А я сам никого не люблю, да. Ну как, он любит вас, но вас нет в жизни, да. Вот некому и голову преклонить. Здесь не про страсть, здесь не про какие-то там, да, желания. Здесь именно про то, что человек очень сильно одинок. И про то, что человек мог бы быть счастлив, да, но остался несчастлив. Да. Вот он явно окольцованный мне идет. Кольцо у него есть. И он выносит. То есть либо не на той женился, либо ну, не пошел на разрыв отношений, да, и с любимой женщиной не ушел в закат. Да. Как-то так мне идет. Давайте еще на картах посмотрим. Ну, вы его точно знаете. Лисица. Сам себя обманул, и от этого очень горько. Он вам пишет, он у вас, скорее всего, заблокирован, он вам пишет, либо у него старый ваш номер телефона, которым вы уже не пользуетесь, либо в блоке он у вас стоит, ну, в общем, связи нет, а он вам все продолжает куда-то писать. Может, вы соцсети когда-то вели, теперь не ведете, а он все продолжает вам писать туда, а вы и знать не знаете, да и не хотите знать. Вы его не любите, а он вас любит. Вот. И чем дольше без вас, тем сильнее он вас любит, тем сильнее тянет, тем сильнее вот это все на него давит. Ну, просто какая-то не мужчина, а развалина. Настоящая развалина. Он рассыпается на части. У него здоровье начало сдавать. У него вот что-то простатит, или как это, простата там. Что-то у него там тоже не здоровится, прям сильно не здоровится. И он такой, вот.
Вот еще и это, да, я такой несчастный, мне так плохо. Он путешествия любит, либо очень много где-то путешествовал, там ездил везде, вроде как и все повидал, и мир повидал, и куча знакомых, и приятелей, и, там, и это общественная жизнь, публичная жизнь. А ничего нет, тепла нет, любви нет, счастья нет. И та женщина, которая рядом с ним, она прям еще та лисица. Она деньги любит и любит еще как-то, знаете, мужчину этого как стебать, наверное. Она его троллит постоянно. Но она как бы понимает, что он никуда не денется. И вот она его стебет. Может, она права знает и постоянно ему про это говорит. Знаете, как теребит его рану. На его открытую рану постоянно солечку посыпает тогда и смотрит, как он мучается. Что слабак, да, любил и не смог с любимой остаться. Ну, я тебе этого не прощу. Я буду тебя мучить до конца. В общем, мужчина там по полной получает. И вот мне идет, что он пьет, и пьет иногда сильно, прям так заливается, что будь здоров, и прям навзрыд. Навзрыд, воет, сопли, слюни, слезы, да, вот это прям ужасное зрелище. Может, кстати, это его жена видит это все, потом ему за это мстит. Ну, тоже может быть. Вы этого мужчину не любите. Может быть, когда-то вы были в него влюблены, но вы его не любили, вот прям как любили, да, по-настоящему. Может, вы сразу поняли, что тип такой мутный, странный, лучше держаться от него подальше. А вот он вот все-таки это подсел на вашу энергетику, он в вас влюбился. Может, у вас ничего вообще не было. Там гляделки были какие-то. Ну как, ничего серьезного. А он влюбился. Влюбился, и вот сколько бы времени ни прошло, а я вижу, что это давно было, забыть он вас не может и никогда уже не забудет. Не знаю, может, у вас такой типаж, ну, внешности, да, который прям в сердце ему попал. Может, еще что-то, там энергетика у вас какая-то особенная. Ну, мужика прям и жалко, и не жалко. Жалко, потому что страдает, а не жалко, потому что в свое время протупил. А с другой стороны, вот я думаю, вы его не любили. Даже если бы он развелся, то, возможно, вы бы его тоже послали, сказали: слушай, дружок, давай, куча женщин, да, иди, ищи кого-нибудь, от меня отстань. Но куда-то он вам пишет. Мне идет, что он пишет. Может, он стихи пишет и вам посвящает. Такое тоже может быть. Да, он там типа на бумаге свою боль выплескивает. Ой, нет, очень далеки вы друг от друга. И, ну, не будете вы. Не судьба вам быть вместе, не судьба. Вам судьба быть с другим человеком. Вы для другого цветете. Вот. А он будет любить вас вечно, ему это как по судьбе идет. Да? Вы его роковая женщина. Ну, Лилия роковая женщина, конечно. Далекая, прекрасная звезда. Вот они звезды, они далекие и прекрасные, они холодны. Мы можем сколько угодно их любить, но никогда до них не дотянемся. Понимаете? Вот и у него такая история. И эта история по поводу вас. Что сказать? Объявится, я не думаю, что он объявится. Возможно, он вообще не знает, где вы, что вы, с кем вы. А возможно, он, ну вот пишет вам, да, вы не отвечаете, и он такой: все, она меня не хочет, она меня не любит, она никогда на контакт со мной не пойдет. Вот. Кстати, вот это его жена, может, она ему даже угрожала, что вот если ты там, то я твоей любимой что-нибудь сделаю. И он такой: я же не могу рисковать, да, еще такое еще может быть у кого-то. Но это как бы не у всех. Ну, страдает, пусть страдает. Главное, что у вас по поводу этого мужчины никаких ни иллюзий, ни страданий нет. Дальше, следующий персонаж. Ну, это человек где-то рядом. Второй человек где-то рядом. Но у вас контактов тоже нет. Но максимум, какой может быть контакт, это вот привет, пока. Да? Возможно, вы где-то вместе работаете, либо по соседству живете, либо в одной компании, может быть, находитесь. Мужчина, который, ну, ему нечего предложить. Вот почему он не действует, ему нечего предложить. Мне идет, что он либо нездоровый человек, ну, есть какие-то проблемы по здоровью. Почему-то вот у кого-то точно, у человека какая-то инвалидность присутствует. Там, ну, разные, конечно, бывают инвалидности, но возможно, да, вот есть какой-то у него есть какое-то заболевание, либо есть какая-то проблема по здоровью, и вот у человека там, например, инвалидность. И человек думает: господи, вот я к ней приду, она такая классная, красивая, умная,
а я со своей вот, этой инвалидностью, как бы смешно, грешно, и зачем я буду, такой хомут на нее вешать, да, как свои проблемы со здоровьем. Вот прям четко мне идет для кого-то из девушек, у мужчины инвалидность какая-то, и он так ее стыдится, вроде как не показывает, что он стыдится, но на самом деле в глубине души безумно стыдится того, что у него эта инвалидность, и он не считает себя полноценным человеком. Типа как какой-то испорченный, как бракованный какой-то, он как-то так себя называет. Но это неправильно, да, с любым человеком, не дай бог, там может случиться, конечно. Никто от этого не застрахован, и как бы, зря он, конечно, так это делает. Вот. Я вижу, что он хороший человек, я вижу, что он правильный человек, у него правильное воспитание, хорошие манеры, правильные взгляды на жизнь, да. И опять же, в вас влюбился, значит, уже не дурак. Вот. А у кого-то мужчина здоровый, но у мужчины есть некие серьезные проблемы в жизни, которые тяжелым бременем висят у него прямо на шее. И он такой, это неправильно, да, вот хорошо воспитанный мужчина, правильно воспитанный мужчина с правильным содержанием, он понимает, что если я проблемный, то я не имею права подходить к женщине и что-то ей предлагать. Как бы это оскорбление, да, для женщины. Если у меня, извините, дом сгорел, и я иду к женщине и начинаю за ней ухаживать. То есть, это неправильно, так не должно быть. И я должен решить свои проблемы, я должен быть достойным, блестящим, я должен что-то иметь за душой, и только лишь потом я буду иметь право ухаживать за этой прекрасной женщиной. Да? Вот как бы очень правильная жизненная позиция. Понятно, что от тюрьмы от сумы там не зарекайся, есть такая пословица, но вот мне кажется, что он правильно мыслит. Да? Вот с инвалидностью неправильно, а вот с проблемами правильно. Как он будет за вами ухаживать? Да? По-любому, да, проблемы дадут о себе знать. Опять же, вы, женщина добрая, вдруг вы захотите ему помогать, скорее всего, захотите. Зачем вот эти проблемы на вас навешивать? Опять же, может, это мнение о нем испортится, когда вы узнаете о том, какие у него проблемы, откуда они взялись. Понятное дело, что не будете осуждать, как-то будете по-другому там смотреть. В принципе, молодец, что не подходит, молодец, что занимается тем, что решает свои проблемы. Я вижу, что он сильная личность, и вижу, что проблемы он свои рано или поздно решит. И также вижу, что какие-то люди ему будут помогать. Участвовать, подсказывать, что-то будут делать. И, возможно, когда он решит свои проблемы, он к вам двинется, да, двинется в вашу сторону. Когда это будет, одному лишь Создателю известно. Я этого не вижу, но вижу его мечты, вижу его желания, вижу его надежды. Да. Вот он как-то мысленно прям просит вас, типа, девочка моя, ты меня дождись, да, ты меня дождись. Хотя, с другой стороны, я вижу, что если вы кого-то встретите и полюбите, и он будет понимать, что вы любите, и вы счастливы, он никогда не потревожит ваш покой. То есть не будет лезть, не будет настаивать, не будет ухаживать, не будет переходить дорогу вашему избраннику. Он этого не будет делать. Он будет в стороне, он будет наблюдать, он будет рядом. Вот как-то так мне идет. Давайте про этого второго посмотрим. Он очень такой интересный. Как по мне, интересный. Да, проблемный, да. Наверное, гол как сокол, либо из-за проблем у него тяжко как-то в жизни. Но мысли, ход мыслей, решения, вот эта вот нестойкость, как это называется, правильные, да, правильное отношение. Вот, правильное отношение мне нравится. Порядочный. Вот, он очень порядочный мужчина. Скорее всего, из-за этого у него есть проблемы в жизни. Видите, тут и птица его показала. Запутался. Он в жизни запутался. Туча сейчас у него в жизни, да, какой-то, хаос, непорядок. С документами, может быть, у него там какие-то проблемы есть. Где-то встрял, одним словом, где-то встрял. Человек сам по себе хороший. Просто такая ситуация сложилась, да, и она уже достаточно долго продолжается. Времена тяжелые, сами понимаете. Бывает, такое бывает. Скорее всего, он какое-то судьбоносное испытание проходит в жизни. Вот идет мне такое ощущение. Мужчина симпатичный, интересный, активный, такой, знаете, не скучный, руку на женщину никогда не поднимет.
нету каких-то особых вредных привычек. Ну, как все, да. Нормальный такой мужчина, порядочный, интересный. Женщинам нравится, но он умеет с ними себя вести. Он сдержанный, он не пользуется ситуацией. Он такой, знаете, вот за любовь, за чувства. Чувства есть? Ну, хорошо, пошли. Чувств нет, извините, дама. Я вас просто провожу, да, и дальше пойду своей дорогой. Вот давайте еще зададим вопрос. Как этот мужчина будет за вами ухаживать или не будет? Мне вот почему-то кажется, что вы уже догадались, о ком речь идет. Возможно, вы и сами от него чувствовали нечто тепленькое, да, идет. Ну, либо как-то вот смотрит на вас, и взгляд такой прям нежный, теплый. Но вот сторониться не подходит. Не подходит, потому что не хочет вас отягощать. И, ну, как джентльмен поступает, да, как нормальный мужчина поступает. Будет что между вами? Ну, нет, не будет. Не будет. Почему? Потому что у вас другой мужчина. Вот не зря я изначально сказала, да, что если он увидит, что вы влюбились в другого, и у вас все хорошо, он просто будет рядом, будет вашим этим тайным поклонником, но не потревожит ваш покой. У вас всадник на пороге. Всадник — это не он. Это не он. Этому, конечно, будет очень больно. Ну, он не покажет, конечно, и вы, скорее всего, про это не узнаете. Но у вас идет знакомство с всадником. Вот новый мужчина прям ворвется в вашу жизнь. Именно с новым мужчиной у вас будет и любовь, ну, рыбы, понятно, и жизнь. Все будет с новым мужчиной. А с этим таки нет. Таки нет. Ну, не по судьбе, да, и, возможно, как бы не ваш, да, не ваш человек. Понимаете, если бы было по судьбе, да даже с проблемами, все равно бы судьба сумела вас свести, либо влюбила бы вас в друг друга, да, не так, как он в вас, а вы бы вдвоем влюбились. Но нет, я этого не вижу. Хотя вы можете от этого мужчины чувствовать. Нечто чувствовать, что вы сами не можете себе объяснить, но это любовь, от него идет любовь. Ну, как бы жалко, конечно, а с другой стороны, ну, как бы не ваше, ну, что тут говорить. Другой мужчина у вас на пороге, и он всадник, он уже где-то у вас на пороге. Буквально вот знакомство может произойти не сегодня, а завтра. Ну, либо до конца этого месяца может знакомство произойти. И, скорее всего, произойдет, потому что здесь, видите, по звезде люди соединяются. По тройке у вас знакомство будет. То есть сначала это будет какое-то дружеское знакомство, может, на работе с кем-то познакомитесь, может, через друзей с кем-то познакомитесь, либо где-то будете там отдыхать, находиться, и знакомство произойдет. Ну, вот как где люди, да, и звезда. Ну, вот она и есть путеводная звезда. Тот, кто по судьбе, он у вас только лишь на пороге. Давайте его попробуем просмотреть хоть чуть-чуть, да, что это за мужчина такой, что за всадник, кто он такой, что из себя представляет. Ну, хоть какая-то любая информация про этого будущего мужчину. Ничего себе, мыши. Ну, не знаю, то ли сглаз на вас был, то ли какой-то негатив был. Долго оно на вас висело. Еще знаете, что может быть? Какой-то мужчина-абьюзер, да, который буквально вот как эта крыса вгрызался в вас и тратил ваше драгоценное время. Может, вы вообще на мужчин смотрите, как на этих крыс, и ничего хорошего от них не ждете, да, потому что бывший так насолил вам. Вы долго закрываться могли от любви, от чувств, от эмоций, либо как с опаской посматривали на мужчин, на новые знакомства, как-то вот прям избегали, наверное. Вот. Ну, то ли, как бы, как я уже сказала, сглазить вас могли вот прям навредить вам энергетически, магически. Смотрите, это ваш шанс, вот этот новый всадник, который идет к вам в знакомство, это ваш шанс на настоящую любовь, на счастье, на счастливую жизнь. Да? Для леди идет счастливая жизнь. Как вы уж там сами распорядитесь, девочки, это только лишь от вас зависит. Но мне идет, что вы тоже полюбите. Там прям любовь будет сильная, страстная, взаимная. И, возможно, даже вот как с первого взгляда. Ну, может, и не с первого взгляда, но как-то очень быстро все между вами произойдет. И вы друг друга прям почувствуете, этого нового мужчину. У вас свечка горит, видите? Вот он, образ свечки. Вот столбик, а вот ее пламя.
какие-то перемены очень серьезные в жизни будут, очень серьезные перемены. И, кстати, не только в личной жизни, тут и в карьере, в работе, в творчестве. Ну, понятно, кто чем занимается, то и будет. Как-то ваша жизнь, она как перестраивается, как свеча, она как маяк, да? Она как маяк, она указывает своим свечением, куда идти, в каком направлении двигаться. Если раньше вы жили буквально на ощупь, в темноте ходили, да, вот что нащупала, попробую понять, что это, то теперь вот свет появился, свет, который выводит вас из текущего положения, и он буквально вам гарантирует, что жизнь будет по-другому складываться. Еще очень интересно показали горошинки. Это каких-то 3 счастливых события, которые произойдут вот прям буквально одно за другим, одно за другим. И эти события, ну, они будут настолько неожиданными, но настолько хорошими, а одно из них буквально перевернет вашу жизнь, да? Первое, скорее всего, событие. Все начнется с того, что будет переворот в вашей жизни, а дальше дважды вам придется очень сильно удивиться, но в хорошем смысле слова. Ну и плюс этот мужчина. Может быть, он станет причиной тому, что эти горошинки появятся. Может быть, это уже как следствие его появления, да, что вот жизнь меняется, и мужчина появится, тот, кто нужно. Ну, девочки, вас хорошее ждет, и это самое главное. Вот. А те, кто слезы льют, ну, судьба такая, да, у каждого своя судьба. Этот, который женат, и так он и сам во всем виноват. А с другой стороны, вы ведь не любили его, да, навряд ли, наверное, вы бы ему отказали, и так бы слезы лил. А вот этот проблемный мужчина, ну, бывает, конечно, бывает, а что поделаешь. Если бы судьба, то и вы бы в него влюбились, да, и, возможно, и проблемы бы вас не смутили, и как-то бы оно по-другому все выглядело. Ну, как бы каждому свое, да, каждому свое. Вы очень красивая женщина, вы от природы невероятная красавица, и не надо мне там в комментариях писать про ваш возраст, про ваш вес, это все не важно. Не важно. Для красоты это все не важно. То, что нам навешивают эти ярлыки, стереотипы, что там женщина после определенного возрастного рубежа, это уже все, да, это все делают мужики. Мужики и делают злые женщины, да. Бывают такие барышни, да, очень злые, ревнивые и завистливые. Вот. А то, что касается веса, извините, я тут могу поспорить. Есть такие красивые девушки, пышечки, да, там и щечечки у нее, и прям вообще красавицы. У каждого свой вкус, понимаете? У каждого свой вкус. Поэтому тоже вот эти все модельные, или как они там, глянцевые тренды, ну, извините, это нам не интересно. Вы красивая, вы очень умная, вы просветленная, вы очень глубокую, детальную работу над собой проводили. Я вижу, что вы копались в себе. Вы очень многое преодолели, вы очень многое прожили, да, у вас большой опыт, у вас и тут достаточно тяжелые события были, трагичные, но вы выдержали, вы выстояли. А теперь вы стоите буквально на пороге счастья. Вернее, ваше счастье к вам мчится на порог, да, этот всадник. Может, он откуда-то приедет с дороги, а может, вы в дороге с ним познакомитесь, да? То есть судьба там умеет подстроить ситуации. Вот она, свеча. Это самое главное, то, что свеча горит, она ваш маяк. И вот эти 3 счастливых события, да, необычных события, они уже вас ждут. Вы буквально к ним подходите, буквально. Ну, судя по временной разметке, это вот следующий месяц, ну, у кого-то в течение там 1,5 месяца, да, вот это все начнет происходить. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.